У талибов огромные запасы оружия, в том числе самолетов, и они представляют угрозу для государств Центральной Азии. Афганская армия оставила свою военную технику, когда бежала от члена запрещенной террористической группировки «Талибан». В распоряжении радикалов теперь есть широкий спектр оружия, в том числе авиация. Военные эксперты убеждены, что это серьезная угроза для соседних стран. Сегодня талибы заявляют, что не будут нападать на государства Центральной Азии, но неясно, как ситуация будет развиваться дальше. После падения режима талибов в 2001 году его сторонники развязали полномасштабную войну по всей стране. Затем образцы западных высокотехнологичных военных технологий попали в руки радикалов, сообщает РИА Новости. Увеличились поставки оружия из Пакистана. До 2010 года американский коллиматор, немецкую винтовку или японское радио можно было купить на любом афганском рынке и за небольшие деньги. На полках стояли конвои НАТО, захваченные террористами во время войны. Таким образом, талибы были вооружены не меньше, чем американские военные. Группы перешли к боевикам с оружием и техникой. Арсенал радикалов пополнился десятками бронетехники, средним танком Т-55 и служебным самолетом Scan Eagle, захваченным при взятии Кундуза. Талибан захватил в Баграме сотни единиц спецтехники, запасных частей и материалов. Боевики захватили вертолеты при захвате Мазари-Шарифа и Кандагара. По данным The Balance Military, правительственные силы имели 40 средних танков Т-55 и 62, 640 бронемашин МАВС, 200 бронемашин Макс Про, 1000 Хаммер, 50 артиллерийских орудий РСЗО-ГРЭД и многое другое. Кроме того, у радикалов есть десятки тысяч единиц огнестрельного оружия, тонны боеприпасов, приборы ночного видения, тепловизоры, спецтехника, военная форма и средства защиты. С авиацией истребители открыли для себя новые возможности. Им была предоставлена техника, ранее служившая в ВВС Афганистана. Это М314 Супер Туцана, Сезна-208Б, Ми-35, Ми-17 и другие штурмовики. Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, сказал, что у талибов есть спальные камеры в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. К беженцам могут присоединиться те, кто затем организует теракты и беспокоит людей, сказал он. По словам эксперта, у боевиков большие планы по выходу за афганскую границу. Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.